Как работает предприниматель обычно? Ну, мне часто рисуют эту картинку сами предприниматели. Я уже даже не смеюсь, потому что это грустно. Предприниматели садятся ко мне и говорят, я работаю вот так. Все так рисуют. Все рисуют. Я работаю вот так. Значит, ну это понятная метафора, она даже в учебнике описана. Я работаю вот так вот. Да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Почему? Потому что мозг предпринимателя рассчитан на поиск новых возможностей. Как работает мозг предпринимателя? Я родил новую идею, я скорее бегу уже договариваться, я все бросаю, я звоню, слушай, огонь надо делать. Это нормально, потому что предприниматель генератор. Что в итоге? Каждая идея по чуть-чуть так вот реализована, вот так вот чуть-чуть. Вот одна уже вот так вот. Но вот целой комплексной идеи ни одной нет. И смысл ритма заключается в том, что вы должны поменять свою культуру. Вы должны в первую очередь договориться новые идеи не делать. Не делать ни в коем случае, а сразу же фиксировать их в общепринятом для команды, для вас месте, которому ваш мозг будет доверять. Я очень много на мастер-классах рассказываю о том, какому месту мозг доверяет, какому не доверяет. И тут я обычно вставляю блок про то, что я не люблю блокноты бумажные. Нужно выгрузить все ваши задачи, как только они появляются в единый список. И мы не можем Trello рассматривать как некоторую панацею. Это просто магнитики на холодильнике. Они будут работать в том случае, если вы внедрите культуру. Как только возникла идея, она тут же попадает в первую колонку вашей электронной доски задач. Вот появилась у вас такая культура, вот есть первая колонка электронной доски задач, возникла идея, вы тут же ее загружаете. Тут же загружаете. И самое главное, обещайте себе ее не делать. Не делать ее сейчас. Не делать ее сейчас, потому что настанет понедельник, 8:30 утра, или 9:10, или там 11:40. Это время, когда вы гарантированно пролистаете весь ваш единый список и наберете те задачи, которые считаете сейчас действительно важными для выполнения на недельном рывке. Вот такое разделение в пространстве.